Тимур Иднанович, есть вопросы? Да, один вопрос. Пожалуйста. Уважаемый Давай. представитель Верховного суда. Да. Вы в своем выступлении отметили, что, по вашему мнению, законодатель к минимуму свел все дискриминационные моменты, позволяющие каким-либо органам оказывать давление на совершеннолетних, выказывать какое-то негативное отношение со стороны потерпевших и других лиц. Я до конца сейчас не могу сказать точно, как вы сказали, но посыл был такой в общем. У меня вопрос. Считаете ли вы, что те нормы уголовно-процессуального законодательства, которые предусматривают особый порядок рассмотрения дела в отношении несовершеннолетнего, позволяют исключить все эти моменты? Это первый вопрос. Можно на него получить ответ, а потом я задам второй. Да, Тимур Иванович, я по вашему первому вопросу сразу хочу вас чуть подправить. Я не говорю, что дискриминационные полномочия к минимуму свели, а дискреционные полномочия судебных органов, позволяющим действовать по собственному усмотрению в рамках закона. Возможно, этим первый вопрос уже снят, да, наверное, так понимаю. Я сразу хочу отметить, что дискреционные полномочия судебных органов позволяют суду в затруднительных процессуальных ситуациях действовать гибко. Однако при отсутствии критериев и применения могут привести к ущемлению прав участников судопроизводства. И с учетом этого, я так понимаю, законодатель, принимая во внимание требования международного, получается, норм, направленных на защиту прав несовершеннолетних, внесли соответствующую норму о невозможности заключения процессуального соглашения с несовершеннолетними. Вы меня немножко не поняли, я вопрос задал. Норма уголовно-процессуального законодательства, предусматривающая особые процедуры рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних. Это глава 56, на которую ссылаются. Особый вид наказания для несовершеннолетних. Он предусматривает возможность исключить эти все проблемы, про которые вы сейчас озвучили, по которым вы считаете, что невозможно заключить процессуальное соглашение. Тимур Иванович, я, если не ошибаюсь, вы в своем вопросе указали, что вы, про меня говоря, вы сказали, что вы в своем выступлении отметили, что законодатель свел к минимуму дискриминационные полномочия. Я вам ответил, что я не говорил дискриминацию, я сказал дискреционные полномочия судьи. И сейчас вы говорите, что это, наверное, второй вопрос у вас, да? Ну, пускай второй будет, хорошо. Второй вопрос. Непосредственно по второму вопросу я сейчас только в своем выступлении отметил, что УПК Кыргызской Республики вступил в законную силу с 1 января текущего года. Соответственно, для того, чтобы судебная система устоялась практика и судьи, да, получается, руководствуясь непосредственно устоявшейся судебной практикой, необходимо соответствующее время и соответствующие работы должны быть проведены профильными отделами Верховного суда, судьями Верховного суда, для того, чтобы провести обобщение судебной практики и выйти на соответствующее постановление Пленума Верховного суда, который разъясняет действия судебных органов при рассмотрении дел данной категории. Сразу хочу отметить, что данная работа требует продолжительного времени, если не ошибаюсь. Хорошее обобщение судебной практики, обзор судебной практики готовится не менее чем от полугода и выше, получается, до года. Поэтому сказать о том, что и охватывает ли УПК, который вступил в силу с 1 января 2019 года все моменты и защищает интересы несовершеннолетнего, я вам сейчас сказать не могу. Спасибо. У меня другой вопрос. Тогда я по-другому задам. Исходя из смысла вашего выступления, я понял, что законодатель специально создал отдельный раздел, регулирующий вопросы несовершеннолетних, связанных с проведением следствия, связанных с назначением наказания, связанных с вопросами рассмотрения дела в суде. У меня такой вопрос следующего содержания. По вашему мнению, разве будет являться нарушением при заключении процессуального соглашения, если все эти нормы будут использоваться в работе следственных органов, что это допустимо в принципе? В данной ситуации будет это являться нарушением прав несовершеннолетних и как-то влиять вот на те все моменты, которые вы описали в своем возражении? Спасибо. Уважаемый Тимур Иднанович, я, честно говоря, как представитель Верховного суда не могу высказать свое мнение по деятельности следственных органов, поэтому, к сожалению, на ваш вопрос у меня ответа нет. Спасибо. Представитель Джоркнеша есть вопросы? Нет вопросов, да? Коллеги, есть вопросы? У меня есть вопрос. Пожалуйста, Холманович. Вообще уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет. По некоторым категориям дел наступает с 14 лет. И вот ребенок 14 лет может понимать значение своих действий по заключению соглашения о признании вины или соглашения о сотрудничестве? Как вы считаете?
Уважаемый Павел Манаевич, непосредственно если мое субъективное мнение, с моей судебной практики, когда я работал непосредственно судьей Первомайского районного суда, я считаю, что он не в полной мере осознает то, о чем он говорит, в принципе, о чем он заявляет в судебных органах. Да? Поэтому я глубоко убежден, что непосредственно, если уж в гражданском судопроизводстве необходимо присутствие законного представителя, либо представителя непосредственно несовершеннолетних, то есть в уголовном законодательстве, в уголовно-процессуальном законодательстве данные ограничения для несовершеннолетних должны иметь место и должны присутствовать. Угу. Есть еще вопрос? Пожалуйста, что там? Вы говорите, что практика еще не наработана, да? Абсолютно. А вот у вас еженедельно бывает пресс-конференции, когда судьи Верховного суда отвечают судьям из областей, какие затруднения у них есть. Вот как она сейчас применимы, вот эти нормы, которые сейчас оспариваются, вот, и как часто их применяют судьи, особенно вот упрощенным способом рассмотрения, соглашения, эти следственные судьи, соглашения о сотрудничестве, либо признании вины. И вот эти противоречия, которые мы сейчас задавали, да, что в одном случае она обжалуется, в другом она не обжалуется. Приговоры уже, наверное, тоже были. Вот в одной статье говорится, что она не обжалуется, а в последующей говорится, что она может быть пересмотрена в порядке статьи главы 45 этого же кодекса. Совершенно верно, да. Непосредственно разъяснения даются руководящие, собирается собрание судей на местах в областных судах, соответственно, проходит конференция для ВКС непосредственно с судьями Верховного суда и судей Верховного суда, судьями местных судов. Эти вопросы проговариваются непосредственно по полный ответ на ваш вопрос относительно статистики рассмотренных дел по данной категории и относительно наличия непосредственно каких-либо разъясняющих, руководящих, да, получается, документов, изданных судебной системой, я сказать вам не смогу. На сегодняшний день, как мне четко известно, лично работа только ведется, информация собирается, общается, и понимаю, что до завершения текущего года Верховным судом будет разработано соответствующее обобщение, обзор судебной практики по данной категории дел, в котором уже будут определены и статистика рассмотренных дел, и будет дано направление для непосредственно применения, да, судами тех или иных статей. Сразу хочу отметить, что Тимур Аднанович в ходатайстве указал на пример, если не ошибаюсь, Республика Казахстан, да? Что они непосредственно судебная система Республики Казахстан вынесла соответствующее постановление, если не ошибаюсь, Верховного суда, которое, в принципе, разъясняет порядок рассмотрения, процедуру рассмотрения данных категорий дел. Я так понимаю, что судебная система Кыргызской Республики тоже к этому придет, но по истечении определенного времени. Уточнение у вас, да? Пожалуйста. Позвольте, даже не вопрос, уточнение могу сказать, ваше Да, судья. уточнение. Я бы хотел бы уточнить вот на вопрос Кула Манаевича насчет осознанности несовершеннолетнего в вопросах заключения такого соглашения. Вы знаете, с таким же вопросом можно подойти и к вопросу осознанности его в понимании вообще состава преступления в общем порядке. Но законом специально предусмотрены нормы, которые позволяют защитить несовершеннолетнего. Это и законный представитель, это защитник, который в рамках своих функциональных обязанностей признаны не ухудшать его положение, а наоборот защитить его всеми возможными способами. То есть работает исключительно в его интересах. Соответственно, исходя из этих инструментов, из этих механизмов, у несовершеннолетнего есть возможность адекватно рассматривать как вопросы признания, непризнания его вины, понимания этой ответственности как в рамках общего судебного процесса, так и в рамках упрощенного судебного производства, предусматривающего при заключении таких судебных решений. Спасибо. Этот вопрос был задан представителю Верховного суда. Мы вашу позицию услышали, и вы эту позицию уже в своем выступлении озвучивали. Коллеги, есть еще вопросы? Нет? Спасибо.